Селям алейкум эн урметле, эн севам летели сержелер. Здравствуйте, дорогие телезрители! Я уверена, что каждый из вас ждал с нетерпением эту кулинарную программу. Ведь мы каждую неделю будем вас радовать интересными рецептами вкуснейших блюд. А все потому, что эта программа «Милет Берекете». И сегодня у нас в гостях харизматичный, успешный солист крымско-татарского ансамбля «Хайтарма» Эрнес Эмирасанов. Эрнес, селям алейкум. Алейкум селям. Хош келдіңіз. Машалла. Эрнес, я знаю, что вы сегодня к нам пришли не просто так. Вы, поговаривать, не только хорошо поете, но и вкусно готовите. Я вижу, у нас разные ингредиенты на столе. Приготовим крылышки. Я думаю, что к любому праздничному столу это блюдо будет. Запеченные крылышки. Да. Ты знаешь, ты почти угадал, это вот одно из моих любимых блюд. А овощи, скажи, вот у нас на столе, это к чему? Я думаю, для красоты и, в принципе, для салата. Еще будет салат. Конечно. Интересно, здорово, тогда начнем. Давайте разрежем крылышки по суставам, разберем. Ну, а дальше будем уже постепенно добавлять смеси, делать кляр. Ну и, конечно же, готовить. Моя помощь пригодится? Ну, безусловно. Отлично. Я буду подавать, вы будете нарезать. Хорошо. Тебе побольше, мне поменьше. Мне так нравится этот вот звук. Угу. Эрнест, скажи, пожалуйста, как часто вы готовите? На самом деле, я очень редко готовлю, потому что я очень редко бываю дома. Редко, но метко. Скажи, это про тебя? Ну, где-то так, наверное. Если ты готовишь какие-то блюда? Не бывает определенных каких-то блюд, в основном мясо. В основном мясо. Но я не удивлена, если честно, потому что все мужчины любят мясо. И правильное питание – это не для мужчин, да? Большую часть жизни я питаюсь в кафе. Ага. Ну, а в кафе какую еду ты заказываешь? По-разному, смотря какое настроение сегодня. Угу. Хорошо, но сегодня рецепт ты выбрал просто уникальный. Очень долго думал, на самом деле, что приготовить. Ага. Почему-то склонился именно к крылышкам. Угу. Думаю, это, наверное, самое быстрое, самое удобное, Да. что можно вообще показать нашим телезрителям. Еще вот в чем плюс крылышек, мясо очень нежное, и процесс приготовления не занимает длительного Достаточно, времени. Просто вот пришли гости у порога, чтобы приготовить крылышки, запеченные в духовке, какой-нибудь интересный салат. Либо мясо на мангале. Либо мясо на мангале. Какая вот вкуснотень. Эрнест, вот ты знаешь, годами, веками спорят люди, кто все-таки вкуснее готовит, мужчины или женщины? Ну, я вам скажу так, что... Давай забудем, что ты мужчина и женщина, чтобы мы тут не подрались. Да, нет, но на самом деле не важно, наверное, я считаю, что какой пол. Ага. Главное готовить с любовью. И тем более, если ты готовишь для любимых людей, то, в принципе, ты всегда приготовишь очень вкусно. Согласна. Вообще статистика показывает, что мужчины готовят вкуснее. Я в защиту мужчин скажу, что это происходит потому, что они готовят редко. Ну вот, что касается восточной кухни, в основном это мужчины, да, готовят? Да. Угу. Приходится самому готовить, потому что я как бы живу один. И, наверное... И готовишь все, что хочешь. И кушаешь то, что хочешь. Тебе не нужно всех спрашивать, что ты хочешь сегодня на ужин. Что захотел, ты и приготовил. Не, ну на самом деле было бы приятно, если бы меня спрашивали, что я хочу. Я бы просто говорил, что я хочу данное блюдо. Но пока так. Крылышки мы нарезали красивенько, аккуратненько. Еще хотела бы у тебя спросить, Эрнест. А мне известно, что ты поешь еще с детского сада, но осознанно, вот, с 12 лет, да, ты занимаешься пением. Расскажи вообще эту историю. Да, на самом деле я пою с 12 лет, но уже на сцене. Мое детство, честно говоря, так и не вспомню, наверное. Ну, как рассказывают родители, то пел я уже чуть ли не с колыбели. И засыпал я только под песни, то есть мне качать не надо было, укладывать меня не надо было, мне надо было просто включить музыку, и я засыпал. Спокойно, да. А в 12 лет я уже впервые вышел на сцену вообще, Сельский дом культуры, откуда я вообще родом. Вот. Ну вот так вот пошла моя профессия, то есть и без всякого. И на сегодняшний момент я рад, что я выбрал именно эту профессию. Молодец. Эрнест, мне известно, что отец у тебя музыкант. В прошлом, да. По отцовской стороне очень много музыкантов, то есть Имджешка у меня музыкант, второй Рамет Имджешка музыкант, Алашка у нас тоже. Ну, все, то есть, были связаны когда-то с музыкой, может быть, дальше не пошли, но все у нас музыканты.
Ну, отец всегда играл дома на трубе. Какая мелодия у тебя самая любимая? Я люблю любую музыку. То есть все зависит от моего настроения. Если у меня настроение сегодня боевое, значит, мы что-то слушаем такое веселое. Если настроение у меня немного лирическое, значит, немного лирики надо добавить. Ну, а если совсем печальное, ну, значит, что-то про любовь. Касательно печального настроения, как ты с ним справляешься и часто ли ты опечален? Нет, на самом деле не часто. А даже если вдруг у меня есть такое состояние души либо настроение, значит, мы пытаемся себе поднять настроение. Но я стараюсь вообще в жизни не грустить, не печалиться, даже если что-то плохое произошло. То есть я смотрю на это с другой стороны, с самой лучшей. И просто пою, да? Возможно, просто пою, что зачастую происходит со мной на самом деле. Негативная история, негативный какой-то момент, мы просто переключаемся на позитивное и забываем про все плохое. А мы переходим к нашему блюду. Что мы делаем сейчас? Мы сейчас смешаем, добавим специи, Так. соль, паприка, травы. Угу. Это все смешаем, ну и будем двигаться далее вперед. Давайте возьмем наши специи. Так. Смотрите, соль, чайная ложечка. Я думаю, так достаточно будет на глаз. Паприка. Любитель делать все на глаз. Так говорят, Да. вкуснее получается. А это у нас что? Это у нас крахмал, мы добавляем 2,5 Ага. ложки. Такая сухая смесь, да, получается? Получается, что А да. потом мы этой смесью будем натирать наши Ну, крылышки. сюда, да, насыпем. Чашечку. Давайте помогу, я очень люблю вот перемешивать. Пожалуйста. Супер. Я не Какая откажусь от помощи. красота! Вы только посмотрите, и цвет красный, и белый, и смесь трав. Да. Это просто нечто. Сплошная радуга. Да. Эрнест, вот как у профессионала хочу у тебя спросить, как ты относишься к ремиксу крымско-татарских песен? Вот знаешь, сейчас очень актуально, такую старинную песню крымско-татарскую современные наши исполнители, диджеи переделывают на современный лад. Ремиксы, наверное, должны быть. Все-таки наша культура должна развиваться. Не только же мы, да, единственный такой народ, который берем старинные песни и делаем ремикс. То есть очень много, сколько на планете Земля есть народов, да, национальностей, столько и делают ремиксы. Я не вижу в этом ничего плохого, просто мы не должны забывать о бытности этой песни. Все национальности и культуры делают ремиксы на старинные песни. Просто как это сделано, это уже другой вопрос. Как это спето. То есть можно испортить, да, вот Ну, этот естественно. вариант. Ну, так же музыкальный. самое, да, как блюдо. Мы можем приготовить вкусно, а можем просто взять его и испортить. И для того, чтобы его не портить, мы лучше не будем брать и делать это. Вот. А ремиксы на песни, ну, если это сделано красиво, если это сделано с душой, этому должно быть место. Так как я работаю в ансамбле Хайтерма, поэтому мы поем в оригинальной. Так как песня произошла, мы так ее и преподносим людям. Вот это вот мне очень нравится, когда они портят мелодию. А мы приступаем к нашему блюду. Эрнест, посмотри, как я замечательно перемешала эту сухую смесь. Да, Что ставила мы вина. Сейчас добавляем сюда, в крылышки, и постепенно будем мешать их. Хорошо. Долго или быстро, не знаю, ну, в Но процессе, главное, чтобы в именно... процессе общения, я думаю, что мы не заметим, как это произойдет. Да, кстати, вот на кухне всегда время пролетает. Эрнест, какое блюдо тебе никогда не надоест? Любое блюдо я ем с удовольствием. Вот. Но это, наверное, самое такое блюдо, которое ты готов есть, это блюдо, которое приготовлено руками матери. О, Это вот единственное блюдо, которое ты будешь кушать каждый день и с удовольствием. Манты, сарма, да, мы будем это кушать, но мы же не будем это есть каждый день, оно же все равно надоест. надоест. И любимое блюдо автоматически переходит. Переходит в другое любимое блюдо, и так каждый день и переходим вот мы сейчас к крылышкам, потому что крылышки у нас с вами готовы. Постепенно будем выкладывать на наш противень. Давайте помогу. Эрнест, расскажи, пожалуйста, как ты пришел в знаменитый, легендарный ансамбль Хайтерма. Очень люблю ваш ансамбль. Эльмира Ханум просто богиня. Лена, знаете, моя жизнь, да, вот в Хайтерме, она вообще началась спонтанно. До этого я работал здесь, на телеканале «Миллет». Являясь частью этого большого концерна, все равно ты и на кухне, ты и под кухней, и за кухней, ты везде. Ну, то есть, с другой стороны камеры. На сегодня получилось так, что я с этой стороны камеры. И каково тебе быть в этой роли? Наверное, классно. Но Класс. если бы оно мне не нравилось, меня бы здесь не было, да? Это точно.
Я стремился к чему-то большему. И сейчас, на сегодняшний момент, как бы стремишься, ты как артист. То есть, смотрите, я очень долгое время жил в Киеве. Вернувшись сюда, то есть я хотел пробовать себя, я хотел расти уже как артист. Вот. И так получилось, что я устроился на телеканал «Миллет», начал здесь работать. И случайно, вообще очень случайно, я встретился с художественным руководителем ансамбля песни и танца «Хайтерма» Эльмирой Эдемовной. Она была здесь в гостях, да? Она была, да, в гостях, была запись, программы уже не помню какая. Вот. Ну и я, подойдя к ней, говорю: вам не нужны артисты? Так прямо и спросили? Да. Ну, я Эльмиру знал уже очень давно. Ага, то есть вы были знакомы, да? Да. Мы с Эльмирой Эдемовной знакомы там, ой, дай бог памяти, с 2000-х годов. То есть, и как бы я подошел и узнал, что она является, я не знал до этого, что она является художественным руководителем. Вот, и я подошел и говорю: Эльмира Эдемовна, надо вам, не надо? Ага. Что она ответила? Она говорит: давай я посмотрю, я наберу тебя. Так прошел месяц или полтора, я работаю здесь, ничего не предвещало счастья. Звонит Эльмира Эдемовна и говорит: у нас есть вакансия, есть должность, если есть желание, пожалуйста. Твоя реакция? Маленький шок, в то же время радость, в то же время счастье, наверное, какое-то. Ну, все-таки, являясь артистом, ты будешь стремиться к этому. Да. То есть ты где бы ты ни работал, чем бы ты ни занимался, даже звукорежиссура, там, ну, неважно, ты все равно будешь стремиться идти к зрителю. Да, ты будешь стремиться идти к людям. Вот. И я пошел, вот на сегодняшний момент, как видите, я Интересная уже такая история. 4-й год в ансамбле «Хайтерма», и я счастлив. Знаете, сама жизнь артиста, она, наверное, насыщена. И тем более, когда ты работаешь в ансамбле, она в 3 раза насыщеннее. Это точно. Вот, поэтому как бы это все вдохновляет, к чему-то приводит, и ты стремишься, ты пытаешься сделать. И в «Хайтерму», честно говоря, я не шел петь, исполнять, я шел туда учиться. Для нас, для любого, наверное, человека важно сама суть учиться. Ты можешь петь шикарно, но есть всегда чему учиться, да? Да, учиться, Заговорился. учиться и учиться. В красивый рядочек мы выложили наши замечательные, нежнейшие крылышки. И совсем скоро они отправятся в наш духовой шкаф. Эрнест, блюдо наше запекается. Что мы будем делать сейчас? Предлагаю сейчас сделать соус для наших крылышек. Берем кетчуп. Кстати, вот когда добавляют мед, тоже очень вкусно. Да. Но мы добавим его для того, чтобы было вкусно, и для того, чтобы наши крылышки выглядели очень вкусно. Да. Столовая ложка кетчупа и для цвета, и для вкуса. Так. Ложечка меда. На кончике мы немножечко добавим, чтобы его не было Красота. сильно много. Такая интересная смесь. А специи мы будем добавлять? Нет, мы добавим еще масло. В какой сфере еще ты себя видишь? Такой вот каверзный вопрос, Альвина. Честно говоря, я никогда не задумывался, чтобы быть в какой-то другой профессии. Я, наверное, слишком сильно люблю свою профессию, слишком сильно люблю музыку для того, чтобы я искал себя в других направлениях. Ну, жизнь, она такая штука, преподносит иногда сюрпризы, да? Я никогда в жизни, наверное, не могу подумать, что я буду торговым представителем. Я не мог бы, наверное, в жизни подумать, что я буду звукорежиссером. Я не мог бы, наверное, в жизни подумать, что я буду там продавцом, либо еще... Но в моей жизни происходило это все, поэтому нужно просто любить свою профессию, двигаться вперед, идти дальше, учиться этому, обучаться, а там уже... все по воле Всевышнего. Эрнест, а что бы ты посоветовал молодому поколению, вот, которое тоже стремится к музыке, которые живут музыкой? Может, что-то ты упустил? Альвина, вы знаете, жить музыкой, любить музыку – это одно. Работа над собой, работа над репертуаром. Работа над собой, как над артистом – это самая важная часть, наверное, в нашей жизни, которая есть. А нашей молодежи пожелаю любить свою культуру, любить свою музыку, любить свой народ. Поэтому нашим зрителям, нашим молодым исполнителям я желаю только учения во всем.
Ты Учение правильно свет, тебя понимаю? а не учение тьма. Вот. Да. Ну что ж, мы сейчас добавляем масло. Ну, масло мы будем добавлять на глаз. Я люблю все делать на глаз. Обычно чайная ложка. Как по мне, то на глаз всегда будет лучше. Неважно, ты только начинаешь ли вот в этой сфере работать, да, вот музыки, либо ты уже профессионал и всем известный исполнитель, всегда вот важно. Лина, я общаться. считаю, что профессионал – это тот человек, который всегда учится. Мгм. Тот, который развивается. Этот человек является профессионалом. Перемешиваем. После того, как Давай достанем добавим немного паприки пожелание женщины, всегда закон. на глаз. Я так понимаю, что вы любите паприку. Да, знаешь за что? За цвет. Ага. Красивый, насыщенный, красный. То есть красный цвет вам ближе по душе. Да. Это мой любимый красный цвет. А вот, кстати, у тебя какой любимый цвет? Всегда был желтый. После того, как мы достанем наши крылышки Куда они приготовятся, из да? печи, мы сверху польем, помажем, я не знаю, И блюдо наше. размажем. будет готово. Да, и наше блюдо будет. Отлично. Тогда мы пока уберем в стороночку. Для чего овощи нам нужны? Лен, ну, мы нарежем, наверное, перец. Так. Одно колечко с каждого перца по одному. Ага, это для Мы сделаем украшения, как да? украшение, да, добавим. А остальное мы пустим на наш прекрасный салат. Ну что, начинаете? Твой любимый Всё-таки, цвет. Да. Не так ли это? Женщина на кухне. Так, оставляем мы одно колечко, да? Да. Давайте мы разделим пополам его. Давайте. Эрнест, я знаю, что у тебя есть маленькая дочка. Да, Ей 5 лет. да. Поет ли она? В последнее время начал активно ей заниматься. На самом деле, честно говоря, я не хочу, чтобы она шла по этой стезе. Почему? Я Ну. живу музыкой. На самом деле не хочу, чтобы моя дочка шла по этой стезе. Почему? Есть ли какие-то нюансы, да? Артист – это громкое призвание, да? Вот. И все-таки мне хочется, чтобы моя дочь стала врачом. Врачом и Да, другом. я не знаю почему, но, конечно, ее выбор останется за ней, и она сама будет выбирать. Наверное, скорее всего, в связи вот с этим положением сейчас нынешним, Они очень востребованы. да, Как зовут дочку? Амина. Амина, какое красивое имя. Каково быть тебе вот в роли преподавателя? Планируешь ли ты в будущем преподавать музыку молодому поколению? Для практики это очень хорошо. Ты начинаешь осознавать какие-то моменты, понимать. Ты сам учишься тому, чего ты не умеешь. Видишь себя в этих детях и начинаешь исправлять эти ошибки. То есть любой опыт, он важен. Да, И есть. для артиста, и просто как для вокалиста, да. Это было в Ленинском районе. Я там родился, я там жил, да, я там работал. За последний год я, наверное, был не то что в районе, да, а даже у своих родителей, наверное, 2 раза. Потому что у меня реально нет времени. Ай-яй-яй-яй-яй. Обязательно съезди к родителям, приготовь. Лена, вы это знаете, блюдо. а родители сами приезжают Ага. в гости. Зачастую мы находимся то ли на гастролях, то ли на концертах. Как не прискорбно осознавать, да, что не мы ездим к родителям, а родители приезжают к нам. И Ну, работа занимает, да, достаточное время. Согласна с тобой. Говоря о гастролях, да, ансамбль Хайтарма гастролирует постоянно, всегда развивается. Вот есть ли такой город, который тебе запомнился? Я знаю, вот недавно вы были в Грозном. на самом деле это очень красивый город, очень яркий город. Вы знаете, сама атмосфера этого города, наверное, она больше всего привлекает. Это Завораживает, да? неописуемо словами, это нужно увидеть самому. Также мне очень сильно понравился Стамбул. И говоря уже об этих городах, я бы вновь и вновь ездил бы туда просто не с гастролями, а вот просто отдохнуть телом и душой. Есть ли вот сходства какие-то между Грозным и Стамбулом? Каждый город по-своему красив, там мусульманская страна, да, и здесь мусульманская страна. Я думаю, что, наверное, вот это все нас и объединяет, да? Скажи, пожалуйста, как вас встретили в Грозном? Прием на самом деле был очень шикарный. Они всегда на самом высоком уровне принимают гостей. То есть гость для них это самое дорогое. И они делают Что есть? все, да, чтобы достойно встретить гостей. Чем занимаешься в свободное время? В свободное время я провожу со своей дочкой. Если нет, то ухожу сам в себя. Ушел в себя, вернусь не скоро. Да, ну, все равно есть какие-то планы, есть какие-то мысли, есть какие-то задумки. И вы знаете, жизнь артиста, она такая вот насыщенная, что
Иногда не, хочется... не всегда удается обдумать те либо иные варианты, а когда ты остаешься дома сам наедине, ты начинаешь уже додумывать, доделывать, смотришь там разные ситуации Есть в время своей слушать жизни. себя, да? Да, и общаешься, грубо говоря, со своим сердцем и со своим разумом. Машалла, Альбина. Я думаю, что все помидоры, наверное, стоит передать вам. Давайте еще два помидорчика нарежу. Думаю, этого будет достаточно. Эрнест, вот очень многие люди уже во взрослом возрасте вспоминают себя в молодости. Да. Есть моменты, вот, которые они хотели бы вернуть и исправить. Что цените в жизни? И что нужно ценить, по вашему мнению, в жизни? Такой философский вопрос. Наверное, саму жизнь нужно ценить. Каждый день, когда ты открываешь глаза, ты смотришь на мир, это уже и есть то счастье. Уже стоит улыбнуться, сказать «Альхамдулилля» и ехать на работу с улыбкой, счастьем И радость. и радостью. Да. Перец, помидоры мы уже с вами нарезали. Да, смотрите. Осталось буквально пару ингредиентов для нашего салата. Это лук. Ну, я вам, наверное, передам замечательную. Букетик. Да. Чухсава. Подумаем, что это прекрасные, очаровательные розы. Зеленого цвета. На кухне милет берекете может быть все, что угодно. И даже букет может быть зеленого цвета. Эрнест, я знаю, что ты сегодня к нам пришел не просто так. Не просто с хорошим настроением, не просто с рецептом, но еще и с сюрпризом. Да, с сюрпризом. Я уже догадываюсь, о чем вы говорите. Я не намекала. Не-не-не. Ну, давайте споем песню, Давайте которая споем. у меня в репертуаре ансамбля Хайтарма. Мгм. Называется «На кельку зелен». Буквально пару строчек, пока у нас заготавливаются наши крылышки. Kopur boylap gezdim, kopur salladı beni. Yüzünden az sezdim, ipsiz bağladı beni. Yanık çehren benim olsun, kalbim solmaz gülege dolsun. Kirpiklerin hançer eda, yüreğimni teleçeledi. Вот такой вот Машалла, браво! прекрасный Великолепное исполнение. саунд. Не бывает любимых песен, не бывает хороших песен. Каждая песня по-своему красива. Каждая песня звучит особенно. Да, песня – это жизнь. Благодаря песне Люди живут и радуются жизни. строятся, радуются, женятся, да, замуж выходят. Да. И все, что происходит в жизни, все Все происходит. связано с песней и с Да, музыкой. в сопровождении музыки. Эрнест, зелень я нарезала. Мне уже не терпится это все попробовать. Вин, ну я предлагаю еще добавить немножечко чеснока, тут пару зубчиков, я думаю, что нам будет достаточно. Так я добавляю лук, Мы почти на финише. да. Есть еще маленький секрет, Эльвин, Ага. для подчеркивания нашего вкуса. Мы добавим сок лайма в наш соус. Здорово. А самая смешная история, это, наверное, как я уже говорил, 12 лет, да, я впервые вышел на сцену. Да. И это та история, которая запомнилась, наверное, на всю оставшуюся жизнь. Впервые в жизни происходит концерт у меня. Я выступаю на сцене, мероприятие, посвященное 9 мая. Проходит минута молчания, объявляет, значит, номер, объявляют меня. Выхожу я и начинаю петь песню на то время очень знаменитой группы «Руки вверх», «Чужие губы», что приводит меня в 9 маленький, да, приводит меня в маленький шок. Да, и с одной стороны это было смешно, с другой стороны я получил овации. Это та история, которая запомнилась на всю оставшуюся жизнь, пока я буду жить. Какая реакция была у зрителей? Вы знаете, наверное, маленький сначала шок. Это потом уже, когда я подрос, то есть ты начинаешь понимать, осознавать, где что петь, да. Я думаю, что можно будет немного добавить масла для вкуса, для сочности. Дорогие телезрители, салат мы приготовили, а сейчас проверим готовность наших крылышек и перейдем к презентации. Посмотри, какая красота у нас только получилась. Изумительное блюдо.
изумительное. Эрнест, знаешь, что я больше всего люблю в кулинарном шоу? Интересно узнать. Этот вот шедевр, этот замечательный итог, когда стол украшают такие красивые, аппетитные блюда. Чох сагу, Эрнест, что пришел к нам в гости, Сызгеда Сава. но я тебя не отпущу просто так. Твои наилучшие пожелания нашим дорогим телезрителям. Я желаю вам не болеть, всегда улыбаться, радоваться жизни и получать от жизни только массу и массу приятных и классных моментов. Дорогие телезрители, готовьте с нами, готовьте с душой. С вами мы прощаемся. Это была программа «Милет Берекета». Аштат Лонсон.